меня отворачивалась только шея. Эти дни Юрий Киндеров вспоминает с ужасом. Он учитель физкультуры с 45-летним стажем и всегда в движении. День, когда его почти парализовало, он запомнил на всю жизнь. Я же на велосипеде ехал на большой скорости, аллея на спуске. Ну, разогнался так, что начал тормозить, тормоза не работают. Пришлось искать место, куда нырнуть. Отклонился в сторону и в кусты вишни. Меня, естественно, на спину опрокинуло, и все. У пациента, как уже потом выяснят врачи, был стеноз, сужение канала позвоночника. После травмы состояние ухудшилось. Шейные позвонки зажали спинной мозг. Почти 1,5 года врачи лечили Юрия Киндерова без хирургического вмешательства. В итоге было принято решение провести операцию. Кроме как хирургически расширить позвоночный канал, в котором находится спинной мозг, не представляется возможным. Важно не только освободить спинной мозг, а создать вокруг него такие условия, чтобы он позволял человеку двигаться, поворачивать головой, активно жить. На экране мы можем увидеть снимки данного пациента до операции и после. Операцию делал молодой нейрохирург Илья Калинин. Он учился сначала в КГМУ, потом в ординатуре нейрохирургического научного института в Тюмени. Писал научные статьи на эту тему. И в этом году получилось так, что появился пациент, который пришел к нему с такой же патологией. Он теперь первый и пока единственный, кто сделал такую операцию в нашей республике. Уникальность этого вмешательства в том, рассказывает Илья, единым блоком выпиливают часть шейного отдела позвоночника, расширяют спинномозговой канал и возвращают позвоночник на место, закрепляя специальными винтиками. На второй день я уже встал, прошел здесь по комнате, а уже на третий день уже в коридор стал выходить. Юрию Киндерову 71 год. Несмотря на возраст, операцию, которая шла 4 часа, он перенес успешно. Завтра его ждет выписка, а после восстановления. И тогда он сможет вернуться к своим ученикам в Казанской школе. Инделя Хусаинова, Адель Миндубаев, ТНВ, Казань.